Там плотва. Скорее всего, я думаю, эта плотва сама сделала сработку. Видишь, нету никого. Свободно, да. Да нет, что-то есть даже. Что-то даже идет. Нет, не идет. Идет, идет, идет. Доброе утро, друзья. Доброе лесное, тихое, спокойное, красивое утро, весеннее, 29 марта, 6 часов утра. Будильник прозвенел в 4, но вышли на улицу, мороз. Думаем, ну, ладно, немножко поспим, потому что легли в 11. В общем, поспали еще 2 часа. Сейчас температура 15 градусов ниже 0. Ветра нет. Слышно только, как долбят дятлы. Слышно кедровку, птички. И все. Больше ничего не слышно. Тишина звенящая. Слышно аж, как гудит печка. Готовится завтрак. В общем, вот здесь завтракаем. И на рыбалочку. Сегодня у нас времени будет больше на рыбалку. Потому что вчера мы начали где-то часиков, наверное, в 11 часу рыбачить. Мы уже на месте. Дрова уже сделаны, в принципе. Сегодня и ляжем, наверное, пораньше. Чем там Серега занимается уже вовсю. Завтрак туриста. Чего у нас сегодня на завтрак? Сегодня гречка с тушенкой. Сегодня у нас на завтрак. Еще вчерашний окорочок остался. И гречка с тушенкой. Тушенка с лося, да? Тушенка лосятина, гречка. Вот про чайничек, который вчера говорил. Вот такой вот симпатичный чайничек. Теперь у нас в рюкзаке 1,5 литра. Маленький, компактный, очень удобный. Вот. Скоро мы будем кушать. С добрым утром, с добрым завтраком. Котлетки с собой возьмем. Да, котлетки с собой. Там яички есть. Чаем.
кто-то мне в комментариях написал, там не то чтобы упрекнул, а вот вы говорите, спите там до 10 часов, надо с утра ходить на рыбалку, там искать. Ну, мы не прям масловики. Там пьете, говорит, всю ночь, говорит, ну типа квасите, потом, говорит, спите. Зачем что-то делать себе ущерб? Я понимаю, там утренний клев. А если в мае месяце, когда солнце ну, темнеет, скажем, в 11, а светает в час, это что? Не, мы там вообще, получается, не спим, там в шалаше бывает. Там днем поспишь, если где-то днем. Ну, так и есть, да. Мы сюда приехали не за рыбой, а на рыбалку. Это уже сколько раз я говорю, мы отдыхаем душой и телом, получаем удовольствие. А что-то делать в напряг, потом целый день там ходить, как Мы на работе неплохо напрягаемся. вареный, там, блин, невыспанный, туда-сюда кимарить над лункой. Да нахрена это надо? Нормально выспались. Вот 4 поднялись, ну, вроде бы еще надо поспать. 2 часика поспали, ну, вроде хорошо, ну, нормально. Можно, конечно, даже и целый день поспать, сходить на пару часов на рыбалку. И то, я считаю, это нормально. Ну, мы этого делать не будем. Мы вчера... Ну, сейчас сегодня нормально, сегодня можно и попробовать пораньше лечь спать. А сегодня, ну, как минимум, что там, немножко сушинку вот попилим на растопку, и все. Березу уже не надо искать. Все, давайте кушаем. Приятного аппетита. Приятного, приятного. Так, на это увидите поближе. Это даже крючок. Так что кушаем опять же с котелка, не с тарелок там всяких. Можно, конечно, потому что зачем? Зато потом можно смело сказать, что я с коми рыбаком с одной кастрюли ел. Не, что не говори. В лесу классно. Погодка сегодня вроде шепчет. Так что мы сегодня, если ничего не поменяется, ближе к полудню, наверное, будем развиваться при бурении лунок уже. Сейчас проверяем жерлицы наши. Сначала на протоку заскочим, проверим, есть там ничего. Наверное, туда в первую очередь. В первую очередь, да. Потом долго не задерживаемся. Нет, если будет ловиться, почему нет? Будем ловить там. Потом проверяем жерлицы. Они, наверное, замерзли при 15 градусах, то, конечно, сантиметров 5. Ничего страшного. Ну, а потом, мне кажется, при любом раскладе надо будет жерлицы снять, тем более с подохшими живцами. Попробуем живцов половить. И сегодня все-таки надо выставиться. Если сегодня мы выставимся, не знаю, сегодня успеем, не успеем на дальнее озеро, но по идее, если успеем, хуже не будет. Потому что там пока... выставить. А? Там выставить. Нет, там щуки нету. Нет, туда ставить здесь же будем. ставить-то поставим, да, здесь. А там, на дальнем озере, где я хочу съездить, надо бы съездить пока нас, потому что завтра потепление, потом, может, там проехать-то проеду, возможно. Просто повошкаться надо будет. Но это все увидим, все впереди. Впереди целый день, полный впечатлений. Так что да здравствует рыбалка. Мы на льду. Вот такая вот прекрасная погода сегодня. Ветра нет, солнышко светит, и уже я пробурил буквально 4 лунки, уже жарко. Наш красавчик ураган на горе нас держит. Не знаю, будет ловиться или не будет, но мне уже хорошо. Вчера на этом месте, в принципе, вечерком немного поклевало. Вопрос в том, это столько рыбы здесь было или просто время подошло? Ушло время, то есть клёва. Сейчас мы это узнаем. Возможно, что здесь было мало рыбы, а возможно,
Стой, она просто перестала ловиться. Сейчас мы это узнаем. Много времени тратить здесь долго не будем. Да, да, нет, нет. И поедем на озеро. Сегодня у нас грандиозные планы. Так, дно нашли. Если рыба есть, если она хочет есть, в принципе, поклевки не заставляют долго ждать. Хариус бьет сразу. Бывает здесь окунь, но редко. Обычно по большой воде после ледостава, когда вода поднимается, может заходить. Раньше здесь рыбы было много. Пока устье не засыпало песком, устье выхода засыпало песком на Печору. И теперь рыба практически сюда не заходит. Так по весне, что поднимается на лесную речку, остается, видать, немного. Не. Вчера ударил сразу, сегодня не хочет. Так что долго здесь времени терять не будем. Луночки проверим и поедем на озеро. Дятлы уже херачат, башку бьют, блин, короеда ищут. С самого утра это весенние звуки получаются. А тут вот через недели-две уже начнут утки вот здесь летать. Вообще красота будет, блин. Весна. Перезимовали еще, Серега, перезимовали. Это уже так, последние морозцы. Так, ну что, утренняя протока нам ничего не дала, потеряли только время. Пробурились вниз до мелкоты, до песка. Я пробурился вверх, около 20 лунок, наверное, вверх до устья Кедровки. Все замыло, мелко, глубины нет, ни одной поклевки. Что-то тюкает, или ёршики, или мальки, непонятно кто, непонятно что, в общем. Дождемся, не будем дожидаться, то есть хотел сказать вечернего. Если нигде ничего интересного не будет, ближе к вечеру, часиков 5-6 опять подъедем сюда, может быть вечерком что-нибудь да поклюет. А пока здесь делать нечего, поехали проверять наши жерлицы. Там, наверное, уже пожар горит. Загорелось все, наверное. Все. Погнали. Так, ну чё, с Леска не размотана. 13 жерлиц, 2 загара. И леска не размотана. Что, будем смотреть? Леска не размотана. Но тут, возможно, это... А, тут... Это непонятно что. Ветром? Да ну нафиг. Может эти птицы? Нет? Ладно, будем смотреть. Что-то жарко стало. Раздеваемся, смотрим, проверяем. Может быть что-нибудь где-нибудь. Ну а так, как мы видим, флажки все спят, не горят. Скорее всего, будем отсюда собираться и... Так. Менять место дислокации. Да. Вон что-то мотает. Но тут плотва большая. Может, плотва? Да Он не, мотает. я думаю, что нет. Он подели жерлицу и начал мотать.
Ну тут плотва большая была. Так прям мотает. А? Прям так мотает, прям. Ну хрен его знает. Что там? Не перерубить бы леску. Ну сюда уж влезет, наверное, плотва-то. А? Будем надеяться, что это щука. Что-то тут крупная плотва. Если бы на эту плотву взяла бы щука, Размотал полностью. то она бы тут с жерлицей бы сейчас утащила. Тут так там плотва. Скорее всего, это, я думаю, эта плотва сама сделала сработку. Видишь, нету никого. Свободно, да. Да нет, что-то есть даже. Что-то даже идет. Нет, не идет. Идет. Щука. Щука. Смотри, плотву заглотила, во. Да, лампуза. Здоровенная плотва, блин. Все-таки не зря. Получается по локоть, да? Больше. Ну, больше килограмма это точно. Вот такая вот красотулечка. Фото на память. Вот такая. Вот такая пузатая. Опа. Пузатая. Это вот на такую вот плотву, считай, хапнула, блин. Все-таки плотва. Как наелась, брюхо так. Брюхо, да, здоровое. Вон. Все-таки не зря мы вошкались, все-таки поймали нашу щучку, Янцкаден. Так. Сейчас на второй жерлице тоже. Вот такая вот красота. Еще там где-то плотва была. Все-таки не зря. Так, делаем тебе немножко ай-яй-яй. Опа! Трофей! О, Мормышечка. мышечка. Да, трофейная щука. Трофейная щука. У кого-то она сделала ням-ням мормышку. Оса, да? Типа осы, да. Так что еще и с мормышечкой трофейной. У кого-то перекусила. Представляю, сколько мата было и разочарования. Вот такая вот мормышечка уже поржавела с красной точечкой синей. Вот такая вот интересная мормышечка трофейная. Больше нет ничего. И там глубоко-глубоко вот такая вот красота. Янцкаден. Так, давайте вместе посмотрим. Делаю вскрытие, потому что двойник никак. Вот здоровенная плотва. Получается, вот она. Вот она плотва, заглотила плотву. Нашу плотвичку. А крючок аж здесь, ну, как бы она сошла, да? Вот она, крючок уже насквозь вышел с желудка. Видать, немало дергалась уже, да? Да. Почему-то это странно, что леска-то не размотана была. А лед потому что. Она держала и все. Вон. Видишь, чем хорош двойник. А попробуй тройник ты сейчас размотай там, блин. Это всего бы надо было. Плотву можно Второй раз поставить. второй раз поставить. А что, на это? На капкан. О! Живешь, Ну. только поймали. Так что, вон какая плотва. Вон какая щука. Вскрытие показала. Щука умерла от вскрытия. Вот. Есть первая щучка весеннего сезона.
Ну и вот вторая сработанная жерлица в самом конце озера. Флаг горит, радует глаз. И что мы видим? Сама выключилась, главное. До упора размотана. Полностью размотана до петли. Сейчас если ударю, она бринг должна потянуть туда. По идее. По идее. Все-таки 130 лучше, чем соточка. Сотка так замерзает, вообще дырочка маленькая получается. Так. Да, но тоже мы те жерлицы так и пообрывали. Пока все это убили и перебивали лески. Ну, надеюсь, влезет. Надеюсь, не 5 килограмм, а всего 4,5. Ух ты! Там 5, да? Нет, что-то дергает, хорошо, да. 5 не 5, на килограмм точно есть. Килограмм. У страха глаза велики. Вот взяла на окушка. Сколько Здесь грамм 400, не больше. Заглотила до желудка, так что смысла отпускать ее нету. Щуренок и щуренок. Вот. 2 загара, 2 жерлицы, 2 щучки. 1 щучка, 1 щука. Ну что, друзья, начало есть. Счет весенним щукам 2023 года открыт. И это еще только начало. Так, или показалось, или за траву зацепился, или была поклевка, еле заметная. Блин, ветра нету, так хорошо, блин. Да, сейчас опять к обеду поднимается. Опять ветер поднимается. Мне кажется, здесь вода чистая, и рыба видит леску, когда осторожничает. Ну, у тебя же тонкая леска, да? Должно брать тонкую леску. Сейчас что-то было похожее на поклевку. И как бы такое ощущение, что с пасти вырвал я. По зубам прошелся. Надо попробовать маленькую мормышку попробовать. С тонкой леской, может, поведется. Точка сработала на дохлого окуня. Я думаю, здесь надо подсекать, потому что он может выпустить. Крутит. Дохлый окунь здесь у нас был. Да, работка на том же месте. Мне кажется, надо подсекать. Тут потому что опа, вторая. Один окушок поймал 2 щучки. О, исход. Видишь? Сразу сошла. Енцекаден. Смотри, дохлый окунь даже сработал, да? Я его зацепил не на жабры, а вот так вот. Он уже наполовину переваренный, блин. Считай, белый весь, да? И все равно сработало. Еще раз цепляем, еще раз отпускаем. Золотая лунка. Енцекаден. А я смотрю, бынь, думаю, где-то что-то. А эти молчат. Такая же, да? Да. И в животе что-то есть уже, что-то съел, да? Не крупные, но что, нормальные.
Мы не понтуемся. Мы не понторезы, как некоторые. Ой, ты моя малиська, поплавай, моя хорошая. Кишки вырвут сначала, а потом поплавай, моя хорошая, блин, раз. Не, мы рыбаки настоящие. Без понтов. Да, Серега? Щука. Нормальная щука. Нормальная щука. Самое то, молочный цвет. Тот. Так, а тем временем мы бросили блесну, пробуем ловить на мормышку. Поставили леску потоньше, мормышку поменьше. Как-то вот так. Оказывается, щука все-таки здесь есть. И она, оказывается, хочет есть. А окунь клевать не хочет. Вот блесенку один раз вот или об траву зацепил, или по зубам прошелся. Что-то было похожее на поклевку. И все. Что-то окунь здесь выеживается капитально. Ни днем, ни поздно вечером. Но рано утром мы здесь, конечно, не были. Ну, что-то не хочет. Друзья, у нас работочка. Утром проезжали это. Флажок молчал. Сейчас пошел пробуривать вчерашние лунки по тому берегу, где у нас жерлицы не стоят. Выставили все по одному берегу, а сработал именно тот берег, да? Может, мы не угадали? Хотя вон сработочка же. Не просто так же ведь получается. Что-то же ведь сработало. Просто да, я сам. Ты сам сказал, что все жерлицы перерубил. Мы их заморозили просто. А, глубоко? Ну да, что, где по 2-3 дня стояли. Она промерзла, блядь, летом. Так. Ну, на этой стороне тоже поклевки бывали по первому льду. Там щучку ловил. Тут вот тогда я тебе говорил. А везде она плавает, господи. Только что-то не тянет, ни хрена. Она, наверное, отпустила, мне кажется. Но это получается сейчас уж попало. И лед толстый был. Это она так с такой силой потянула, что ли? Ну сейчас, да. И не тянет, читай. И не размотана. Ладно, пробуем, что. Не. А вообще-то не знаю. Есть, что-то есть. Так спокойно шла. Опа. Ну уже получше. Это уже грамм 700, наверное, будет. 600. Вот, Янцикадан. Тоже на дохлого окуня взяла, получается. Блин, вот собрались уходить. Да, уже только сейчас говорили. Уже все, говорю, эта щучка настолько это сбаламутила. Я говорю, так бы уже давно на другом озере были. И пошли поклевки. А здесь, видишь, как речная щука. Она это, белые. Вода чистая. Ай-яй-яй. Ну, если она может, у нее активность началась. Юля читает клюлечка. Вот, это уже не в заглот. Получается, это недавно попалась. И вот за жабры чисто только, и все. Чисто только за жабрину уцепилась, вот она. И до желудка даже не дошла. Только-только сработала она. Вон. А я еще хотел, думаю, выставиться, думаю, давай хоть на дохлых рыбок, говорю, выставим. А потом, да ну, думаю, это специально сделано все для того, чтобы никуда не ехать. И вот еще одна сработка. Ну, блин, не знаю. Теперь уже не знаю, что делать-то, блин. Попробовать. Недолго потом собрать, да? Ну, да. Все, Я пока. сейчас, наверное, по старым лункам этим приду. Ну,
Ну, я блесну тоже покидаю. Я, наверное, зацеплю, балансирую. Попробуй, может и хапнет, если на дохлого окуня берет. Все. Энцикадан. Ну не зря, хоть не зря. Не зря. Все, что не делается, все к лучшему. Так, ну что, новая жерлица выстрелила. Только поставили, ну получается сколько? Минут 20 она постояла, пока вот те выставила. Сколько там еще? Раз, два, три, наверное, 4 выставил. Блин, но не крутит, нифига. Я думаю, может, еще флажок. А? Сам? Да сам он никогда не вылетит, и что? Пока... Флажок поставить, посмотреть, может дернет, не дернет. А, оставить пока ничего не трогать? Да, пока поставим. Она, скорее всего, подошла, может, дернула. Или во рту держит. Ты, Вот тут держит, я же немного леску все равно. ты кого хочешь да? Да, леску сдернул, видно, что никакого движения. Но если бы держала, все равно бы потянула бы немного. Или дернула, отпустила. Дернула, отпустила. Или от звука этих флажков. Бинг, блин, они это... Надо беззвучные флажки придумать. Да, такие, что моргат. Получается, немножко мы отпустили сейчас, да, пару оборотов? Да. Можно поднять, попробовать. Чуть-чуть, да? Чуть Ну-ка, поднять. крутани пару раз. Раз, два. Много не надо. Хорош. Ровно поставить только. Видишь, эти Ермаковы хреновые. Диаметр маленький у них. Ладно, подождем, не будем даже поднимать, да? Да не, я думаю, не будем. Зря позвал. Она может сейчас еще подойдет. Ладно. Ну вот. Дело сдвинулось с мертвой точки. Поймал вот такого вот окушка небольшого. И Серега тоже еще меньше. Спичный коробок со свистом влетит. У нас живцы опять закончились. В общем, а на то озеро, куда мы хотели ехать, не факт, что живцы будут клевать. Там тоже нужны живцы. Я уже думал, как бы сейчас дойду до конца озера, если поклевок не будет, съездим опять на то озеро, где вчера поклевало немного. Думаем, хоть там половить живцов. Вот, клюнул один, Сереге клюнул второй, как бы появилась надежда, может быть, что-нибудь да поклюет. Тюкнуло. Оп. Ай, так. Хе-хе-хе. Есть поклевка на блесну. Живчик. Может быть, еще не все потеряно. О, третий живчик. Может быть, еще поклюет. Я говорю, рыба здесь есть, но очень капризная. Есть озера, где рыба пофиг херачит, блин, в любую погоду практически. Особенно где вода темная. А где вода чистая, бывает поймаешь, а бывает хрен. Ладно, уже хорошо. Если бы не две сработавшие подряд жерлицы, мы бы уже давно уехали отсюда. А так они тормознули и опять тормознулись. Теперь еще эти робкие поклевки окуневые.
Опять же, надежда, может быть, получится живцов поймать. Погода хорошая, но опять поднялся ветер, холодный северный ветер. С одной стороны жарит, с другой стороны насквозь продувает. Ладно, пробуем. А мы не унываем. Ну вот, вроде нашел живцовую лунку. 2 живчика. Вытянул. Опа, 3-й сошел. Только собираешься куда-то ехать, начинаются поклевки, блин. Так, надо поправить. Живцы на вес золота. Вот заметьте, здесь окунь светлый, а на то озеро, куда мы собираемся ехать, окунь черный и с большими глазами. Все. Два окуня подряд, 3 даже, 3-й сошел. И все. Так, у Сереги событие. Да. Вот. Поймал вот такую вот чуренцию и на мормышку, на трофей. Да, которая в щуке была, вот на жерлицу первую поймали. На трофейную мормышку поймал и уже оборвала, уже на берегу, да? Да, вот я ее только достал и оборвал. Сразу ударила, да? Чуть бы опять не ушла. Не ушла. На тонкую леску, да? На тонкую? На тонкую, да. Вытащила чудо какое-то. Ну. Леска Видишь, какие 0,01, да? 0,1, да, блин. Видишь, какие они здесь светлые, эти щуки. А на том озере, вот куда мы сейчас собираемся, все второй день, да никак не дойдем, они темные, красные, золотые такие. Ну, молодца. Что я тебе еще скажу? Не зря остались. Ловим живца, а тут... Да. Первый раз щуку на мормышку ловим. Ну, начало есть, продолжение будет. Думаю, чеку бы, наверное, пора уже. Ну, давай. 2-й час еще не обедали. Кто против? 2-й час? Опа-на. Хоть и говорят, что день рыбалки все от жизни не идет, но почему-то, да, 2 часа. Почему-то это время очень и очень быстро идет. Все, обед, чаепитие. Так вроде не клюет, а там поклевка, там сработочка. Тут немножко. И это еще не вечер. Сегодня сейчас перекусим, посмотрим, нет поклевок. Все-таки, наверное, съездим на то озеро. Доберемся до туда сегодня. Доберемся. Поднимем те 2 жерлицы, попробуем поймать живца, отдолбим мальковь, это готовый живец, там полчаса. Ты пока на озере, я съезжу, сгоняю, отдолблю. И все-таки надо съездить на то озеро именно сегодня, чтобы завтра уже собрать. Даже хотя бы проверить дорогой, эти не будем трогать, отвлекаться на них, на эти жерлицы. Там у меня немножко еще есть, там штук, наверное, 7-8. Поставим их, а потом уже видно будет завтра, да? Ну, И здесь на вечерний клев еще может попробовать, да? То есть эти жерлицы сегодня здесь оставляем? Да, и что? Сейчас пока их поставили, может сработают. Да и отдал, блядь, мы просто время потеряем. Ну, думаю, в любом случае сработает. Щука есть, она себя Обнадежила, но да. Так что приятного аппетита и да здравствует рыбалка. Взаимно. Вкусняшка. Вообще как сок, да, пьется? Черемуховое такое это. Замечательно. Как Иван Григорьевич бы сказал, хорошо. Сало, наливай. Сало. Хорошо. Хорошо. Наливай. Давай.
Ох, блин. А Будьте мороз здоровы. давит целый день. С Григоричем не соскучишься. Солнышко светит и мороз. Я не понимаю. Хорошо. Лучше и быть не может. Иван Григорьевича здесь не хватает. Он бы здесь уже как Тут крот уже бы все было бы как решето. решето бы было, он продырявил бы все. Когда не клет, матерился, когда клет бы. Вот это понимаю, вот это хорошо. Иван Григорьевич, наверное, на вертолете там летает. Покоряет верховья горных рек. Ну ничего. Иван Григорьевич заколдованный. У него всегда клюет. Он без рыбы, я говорю, приезжал, нет когда-нибудь без рыбы? Говорит, нет, не было такого. У него всегда клюет. Так что Так что, Иван Григорьевич, будешь смотреть, привет тебе. Большой. огромадный. И вообще всем зрителям канала Коми Рыбак большой привет. Ну что, пора и поесть немножко. Да, надо покушать. Ну вот, от обедов мы вернулись обратно на то первое озеро, откуда мы начинали рыбалку. Вон лежит. Загара не видать, но... Что это? Это А, пачка сигарет. Я думал это. Я знаешь, что подумал? Катушка лежит, блин. Леска не размотана. Загаров нет. Поднимаем жерлицы по-любому. Но пока ловим живцов, пусть стоят, да? Да можем, да. Ну, сутки, больше суток прошло. Да-да-да, поднимем их по-любому сегодня. В общем, приехали. Основная цель у нас наловить живца. Будем пробовать. И плотва клевала. Ну да, на плотву, вот что на этом озере поймали. Поймали щучку на том озере. Так что будем пробовать. Все, Серега, счастливо оставаться. Через неделю заберу. Я не против. Оставляю Серегу ловить живца, а сам поеду попробую отдолбить тюрьму, оставленную в конце октября еще, по открытой воде. Ссылочка сверху. Можете посмотреть, как это было полгода назад. И сейчас мы проверим, живы ли мальки или не живые. Лед, наверное, там толстенный. Я взял пешню. Лопатку не взял. Надо взять лопатку еще. Ну вот. Спасибо, что напомнили. Лопаты нет, так хотя бы черпачком буду лед вычерпывать. А так бы пришлось руками. Так что короткое включение на ручье, где оставил еще осенью мальков. Так, друзья, доехали до нашего ручья. Вот здесь наша тюрьма, наша банка. Но сверху, как мы видим, все уже открыто. Ручей промыт. Снизу промыто. И здесь может быть опасно. Я возьму с собой пешню и потихонечку попробуем. В идеале было, конечно, бы с той стороны объехать. Ну ладно, нас держит. Попробуем. Здесь, несмотря на то, что бывает очень толстый лед, очень толстый, с первой же оттепели вот так вот все промывает, особенно там, где течение. На тиховоде еще так себе. Ой, не знаю, что у меня получится. Так, здесь
Лед еще есть. Ой, мама дорогая. Да. Я представляю, какой здесь лед. Вот она, эта палка у меня. С берега закинул. Где-то вот здесь вот примерно тюрьма с мальками. А это у мужичка тут сачок, наверное. Вот мой подсак. Ладно, будем пробовать. Будем пробовать. Посмотрим, что получится. Раздеваемся. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Отдалбливать палку, которую закинули еще по открытой воде с осени, оказывается еще не легче. Вон, сколько я уже отдолбил. До воды я еще не дошел. Вот так вот по колено где-то льда я отдолбил. Палка еще уходит здесь. Сейчас придется взять еще больше и больше. А уровень реки вот. Что-то мне подсказывает, что моя тюрьма просто вбита в грязь, наверное, льдом. Лед, наверное, скорее всего, до самой земли. Что-то мне подсказывает, чуйка такая. Потому что если осенью я ловил вот здесь, примерно уровень воды был примерно вот так вот. На метр выше. На метр выше. Сейчас вода упала. Лед, естественно, упал. В общем, мне надо ждать, пока поднимется вода. Ладно, еще минут 5 подолблю, если воды не найду. Оставлю это бесполезное дело. Солнышко уже садится. Я просто теряю время. Еще 15 минут долбежки. Добрался до воды. Вот она, вода. Даже немного вроде бы подо льдом есть место. Теперь уже как бы осталось все-таки уже, думаю, немножко взять еще так побольше и отдолбить. Я надеюсь, все-таки мы эту тюрьму достанем. Затрудняет дело то, что еще не взяли лопату. Все это приходится черпать черпаком. Вот. Метр льда. Якутская печня-то мне бы не помешала. Все, вроде бы. Ну-ка. Да, есть контакт. Теперь наша задача вытащить нашу тюрьму из-под льда. Надеюсь, она пролезет в эту майну. Потому что 5-литровая была бы 30-ка. А у меня там и 30-ка еще закопана. Ну. Нет, подожди, что-то идет. Что-то идет. Сейчас мы увидим, что такое тюрьма для малолевок через полгода. Это вот она так в грязи была. Так, ну что, идет. Я удивлюсь, если что-то здесь будет живое. Живые! Все в шоколаде, друзья. Полгода в тюрьме в грязи, и они живые. Сейчас мы это дело все помоем. Это вот так вот я заматывал все, чтобы закинуть удобнее было с берега. Сейчас мы это дело все
Все хорошенечко помоем, промоем и высыпем чистенькими. Вон пятишку. Фу, я просто поражаюсь над своей упрямостью. Минут 40, наверное, долбил. Вон какая грязь. И они там живехонькие. Чем жили, чем питались, одному Богу известно. Мальки, правда, мелковаты. На жерлицы не пойдут, но попробуем поставить с маленькими двойничками. На том озере также есть крупный окунь. Надеюсь... Ой, твою мать! Чуть не нырнул, блин. И с головой туда. Облокотился об палку, палка ушла. Сюда только вниз головой нырнуть, и больше уже не вынырнешь точно. Если вниз головой туда, места для разворота нету. Это будет как крещенские купания там, когда женщина нырнула и не вынырнула. Не дай бог. А сейчас у меня близко было. Вон, по скату чуть не поскользнулся. Мелкий малек. Ну какой есть. И мне что поражает, все мальки живы. Дело сделано. Все. Помыли. Все чистенько. Все аккуратненько. Если что-то захочешь сделать, было бы желание. Я так думаю, нет ничего невозможного. Глаза боятся, руки делают. Главное не отпускать руки. Вот они живцы. Мелковато, конечно, но что теперь? Это живцы. О, один малек подох. Ладно, с тобой разберемся потом. Это как раз, если поставить типа вставных удочек на малька, только без поводков, там орудует щука, может это хапнуть. А так, мне кажется, можно даже на этого малька, на этом озере сейчас попробовать порыбачить. Окунь крупный есть. Мне кажется, он поведется. Ну все, теперь все дела сделаны, запланированные на сегодня. Можно рвать. А вот эту палочку мы оставляем до лучших времен. Не знаю, унесет, не унесет большой водой. Тут это все затопляет, это все будет затоплено. Вот у меня они уже, эти палки, готовы. Чтобы на следующий год не рубить, попробовать сохранить. Вот так вот. Вот так вот. Как-то вот так. Снег растает, палка упадет. Задержится, нет так нет. Как-то вот так добываем живца. Полгода жили они в этом садке культурно называемом. И ничего, вон, живехоньки. Живее всех живых. Даже налимчик один небольшой есть. Налимчика, конечно, надо отпустить. Давайте отпустим налимчика. Пусть растет. Пусть живет. Он нам не нужен сейчас. Просто я думал, здесь поставлю палки. Вместо живца пойдет. А так как он в данный момент не нужен, можно его отпустить. Дружок, ну ладно. Выпустим там на озере. Затонул. Не будем руку мочить. Поехали. Че, как дела? Ничего, плотвичку, да, пару книжек поймал. Плотву? Да. Большую? Маленькую. Живец?
А я смотри, сколько живцов поймал. О! О, Еле выдолбил. О, сколько? Минут 40 ушло, да? ну где-то так, да. Не меньше, блин. Я весь мокрый, весь в мыле, блин. Вон сколько этих мальков. Налимчик даже один там маленький есть. Вот от такого малька вот закинь сейчас удочку сюда. Окунь сразу возьмет. Я так думаю. Только уже время. Я не знаю, что мы сегодня успеем. Наверное, уже ничего не успеем. Время 20 минут 5. О, а туда только ехать час, наверное. Блин, что, по темноте ставить? С фонариком. Зато завтра с утра были бы уже результаты. С одной стороны. Видишь, можно куда-то их, мальков, кинуть. А давай, наверное, кинем в тюрьму их. Сейчас туда, с чистой воду. Вот у меня есть. И они не подохнут. Так и сделаем. А завтра с утра придем. По-быстрому проверяем. По-быстрому поднять, наверное, не получится, да? Ну ладно, получится. Нет, так нет. Не рыбача уже все поднимаем просто. И со всеми жерлицами едем туда, на то озеро. Ну да, можно. Все, так и сделаем. Вот такое вот решение. Зато теперь живцы есть. В тюрьму их кину. Если они полгода не умерли, денек поживут, я так думаю. В прошлый раз вот здесь вот поднимались с Ромкой. Очень круто. Решили проехать по кустам. Ни хрена не хочет. Ни с утра, ни вечером. Видать, небольшая стайка была вчера. И все. Устье протоки все замыло. И рыба, видать, не поднимается. Видать, что собралось за всю зиму, несколько хорюсков, то и есть. А раньше, когда устье было глубокое, тут и сиг, и хариус был. Сейчас нифига нету. Так что на озеро мы уже сегодня не успеем. Сейчас закинем наших мальковых живцов. Выдолблю майну, закину в тюрьму до завтра. Завтра заберем живцов и поедем на озеро. Сейчас еще все лунки проверю на всякий случай. А вдруг? Раньше здесь ёрш клевал. Сейчас даже ершей и тех нету, блин. Специально сюда приезжали за живцами. Я с Троицкой сюда приезжал, с поселка, блин. Живцов. Ершей тут сотнями ловил. Еще года 4 назад, наверное, с Григорьевичем сюда приезжали. Правда, по осени, но все равно. Нету, бесполезно. Так что нечего время терять. Лучше ехать в избу пораньше, поужинать, пораньше лечь спать. И завтра с утра пораньше сразу на озеро. Нет, сначала сюда за живцами, потом на озеро. Не хочет. Я думал, вечерний клев будет. Бесполезно. Поехали. Штурмуем гору. Опа. Ящик потерял. Ладно. Не беда. Такой вот форсаж. Смотри,
О, горячо-то как, микроволновка-то как работает, блин. Ну. Всем огромный привет, друзья! Привет, Коми Рыбака смотрим. Потому что, как мы видим, у О, да? До чего это технология дошла? Это как простоквашино-то, да? Да. Мама здесь, мама там, и Вас то. и вашу маму и там, и здесь передают. Да, так и Коми Рыбак здесь, и Коми Рыбак тут. Проверяют продольники Да. и вставных удочек. И озей поймал Коми Рыбак. Ага. Говорят, Коми Рыбак рыбу ловить не умеет. А он еще без рыбы еще не сидели. И без уток тоже. На сегодняшний ужин у нас вот такая вкусняшечка. Ой-ой-ой, ой-ой, горячо-то как. Не знаю, видно, не видно, друзья, но вот это вот такая вот красота. Вот, короче, две утки ехали в маршрутке. И там, короче, гречневая каша. Снизу утром что-нибудь доели с тушенкой лосиной. И вот еще второй котелок. Это у нас вот картофель по-деревенски. По лесному даже. Деревня, лесная избушка. Картошка по лесной избушичи. Во, Да, да. я себе сказал. Новый рецепт записывайте. Да, сварить картошку в мундире дома, ошкурить, отварить, поджарить в масле, положить в контейнер, привезти с собой в избушку, заморозить в ведре сначала, чтобы ночь полежала замороженная в ведре, на следующий день замороженную положить в котелок, накрыть и на печку. И все. И вот такая вот вкусняшка получается. Печенча, по коми называется. Так, ну что, картошкой все ясно, с хлебушком все ясно. А стопочки у нас там, наверное. Сейчас Да, принесу. фонарик вот на. Стопочки у нас буксировщики. Еще у нас есть вот такая вот вкусняшечка. Огурчики в маринаде. Не в кетчу, как и в соусе. Замаринованные в соусе. Во. И что еще? Ну, с хлебом никого не удивишь. Что у нас? Варенье. Тут выпечки еще. Тут всяких разных там. С сахаром. С сыром. Слоеные тут это вкусняшечки. Ну, все, чтобы набить желудок. А тут у тебя что делал? Кости там? Здесь нет, тут у меня остались еще котлеты. Давай на улицу Эти, тогда. это на улицу. На улицу, да. Это я сейчас хочу на улицу вынести. Это завтра с собой также возьму Да, это сам пока. на речку. Завтра котлеты еще, чебуреки еще остались? Да? Еще чебуреки, еще есть яичница жареная. Ну, в общем, еще есть много-много чего всего. Так что завтра планировали выезжать. Завтра четверг, да, у нас? Завтра четверг. Да, планировали выезжать, но так думаю, что, наверное, мы еще останемся. Потому что, ну, очень хорошо здесь. Очень хорошо. И Очень хорошо. лед имеет свойство таять, блин. Да, скорее, возможно, не знаю, может у меня получится, не получится. Я так думаю, скорее всего, еще получится, но у Сереги с этой работой навряд ли получится. Всего, да. И это у Сергея закрытие зимнего рыболовного сезона. Наливай. Это вам, это нам. По 100 грамм. Ой. Почему-то чем старше возраст... О, Валентина что-то... Алло, Валентина, ты в эфире? Ну, потом перезвоню, ладно. Что хотела, что-то срочно? Нет, Нет? Ну хорошо. Давай после ужина, хорошо? хорошо. Все, давай, пока-пока. Не срочно, так? Не срочно. Созвонились уже, поговорили, видать, что-то не договорили.
Так, а утку можно так вот просто щипать. И это, давайте, это вам, друзья, вот это вам. Присаживайтесь к нам. Это нам, это вам. Где-то вот так, вот так, вот так, вот так. Не видно нифига. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так вот уже видно. Ну, Самый Приступаем. вкусный ужин. Да. да, вот Такой дома дома, да. так не покушаешь. Дома там готовят одно, другое, там третье, но в тарелочке, культурненько, цивильненько. А тут как-то вот, ну где еще покушаешь вот так вот с котелков? Именно вот такую пищу, ну, знаешь, что не хватает? Соленой рыбы. Надо было привезти с собой соленой рыбы. И что-то, блин. Ладно, в следующий раз исправим. Можно вообще-то было Можно малосолочку сделать. щуку сделать. Да, ну возиться сейчас. Не люблю это дело. Больше всего не люблю чистить рыбу. Рыбу ловить люблю, но чистить так же, как и уток. Это мне мужики просто говорят. Это, говорит, тебе просто с женой повезло. Что Валентина говорит это. Но я иногда помогаю. И, правда, я пока очищу одну утку, она успевает две, как минимум. Рыбу, это я уже просто молчу. Я принес ведро рыбы, зашел в ванну после рыбалки, ну, помыться, да, с ванны выхожу, ведро рыбы уже почищено, помыто, упаковано, все сделано. Просто шикарно. Так что Будьте здоровы. не жена, а золото. А то, как посмотришь некоторых мужиков, приходят с рыбалки и херачат, чистят, а жена только с маникюром. Так... Это я считаю неправильно. Будем. И потом еще сами эту рыбу и готовят, да? Да, типа, сам поймал, сам чисти. Как так? Я считаю... Ладно. Многие сейчас будут говорить, да вот, это неправильно. Ничего подобного. Нет, я ничего не говорю, потому что я с детства знаю, как это делается. Я это умею. У меня с малых лет, вот отец принесет уток, да? Ну, он день до 30 уток добывал. Как тогда утки больше было летело. И вот я очень хорошо помню, вот мы встаньте, дети, встаньте круг, вот так вот возле печки. Тут печь, тут получается перегородка и получается угол. Вот возле этого угла все садимся. Кто на что, на стульчик, на чурбанчик, там не знаю что. Батя, мать, я, сеструха. Четвером это 100%. Не знаю, братан помогал, не помогал. Старшая сеструха уже училась. Вот четвером или пятером садились. Каждому по утке. И пошла щипаловка. Кто-то две, кто-то три. А я все. Я просто до того щепетильный был. Я вот просто... Сейчас у меня что, Валентина? Грудку ощипала, спинку ощипала, крылья, шкуру содрала, ноги, все. А я это по одному перышку. Шею, раз, шею, шкуру содрала, голову отрубили, все, тушка готовая. А я с головы даже, с глаз, вот это все, мелкие это вот пальчиками, одного за одним. Я долго, мог час, мог два, но на утке не оставалось ни одного перышка. Можно даже было не полить ее. Все выдергивал так тщательно, ну и до сих пор как бы стараюсь щипать вот как бы как-то вот так. Я делаю медленно, но Что все было качественно, да. как в аптеке, да? Не знаю, может быть это неправильно, конечно. Это наоборот правильно, я считаю. Потому что очень много кто начинает торопиться, также и в работе, ну и в любом деле. Постоянно вот эта спешка, куда-то торопится, а куда торопитесь там. Лучше пусть оно будет в 2 раза дольше, но зато Еще вот, будешь уверен уже, что ты сделал правильно, блин. еще вот, сегодня вот даже убедился, что
Не знаю, хорошая или плохая черта, это упрямость, блин. Ну, это Уже вижу, что это очень долго, муторно, трудно, тяжело. Мне вот сейчас все плечи болят от долбежки. А уже потом, сделал, осталось там чуть-чуть, потом пробил, вода. Потом думаю, если пробил, пешню проверяю, думаю, если нету глубины, если сразу земля, то смысла нет долбить. Это значит лед до земли. и продавило. Да, потому что вот уровень, который был осенью в октябре, и вот сейчас вот реки уровень, вот там, не знаю, видео покажет, не покажет, а где-то метр примерно лед, основной лед на реке упал. А моя банка вот здесь вот, скажем, на высоте, там только вот снега и льда, это где-то метр только. А тут вот упала, получается. И вот это еще тоннель вот от палки вырубил. Это. Ну, я еще так думаю, наверное, уже все плавают, там пару малявок буквально сдохло и все. С голоду, наверное, бедолаги. Сейчас я их опять же закинул в чистую водичку, теперь уже в другую речку. Не знаю, надеюсь, что они выживут. Влияет это тоже. Вода, да, Вода, если другая вода, блин. как бы, как говорят, даже вот прикормку дома не готовят, а именно на той воде, где рыба обитает, прикормку даже готовят. Я что-то об этом не знал. Да, вот я слышал такое, что приготовишь дома с другой водой, рыба не так подойдет, а вот пришел и с той водой, в которой живет рыба. Надо взять на заметку себе. Ты Я заметил? постоянно с крана наливаю, когда Вот. готовлю. А как бы это неправильно. Ты, может, даже сегодня заметил, да, вот воду поменяли вот с другого водоема, и все, они бульк. Потом, не знаю, будем надеяться, что завтра они выживут. Так, между первой и второй. Сейчас опять пойдут комментарии. Вот. Справа от вас. А все там кончилось? Да. Наконец-то осилили Так что два мужика. тут, я думаю, это никакие комментарии не пойдут. Да. Это немного с устатку, это, блин. Вот. Мы как мне- не для пьянки ради. Да. Вы пьяных видели вообще в кадре? Я нет. На реке и вообще в лесу, на реке в первую очередь должны работать мозги. Это не просто так, это не где-то там Да. на курорте ты отдыхаешь, это Или очень- сесть возле одной лунки, да, и торчать целый день. это огромная ответственность. Тут надо, как наполеоновские планы построил тут, там, где. Вот сегодня опять Да, мы сегодня успели. с утра у нас как планерка была, блин. Так, сегодня... Ну, в то, принципе, то. все, что запланировали, В принципе, сделали. да. Ну, И то, что на озеро единственное, не туда поехали, потому что поехали. день короткий. Да. Не успели. Ну, а мы с утра потеряли опять на этих жиганов. Вчера поклевало там, не знаю, чуть-чуть. Думали, что вот здесь я пробурил туда, пробурил Серега туда. Лунок 50, а в итоге что? Ничего. Ну, ничего страшного. Зато лишний раз убедились. Раньше эта протока была очень рыбной. Когда был выход на речку, на Печору, глубокий, он был там метр-полтора, там хорошая глубина была, рыба заходила. А теперь там глубина подо льдом, вот так, чуть-чуть, и песок, все замыло песком. И как дельта, получается, растеклась это, и выходит там, какая рыба зайдет вот подо льдом, если вот так вот. То есть крупная рыба туда уже не заходит. Да ничего не заходит там. Даже мальков не стало, вот этих раньше голянов, ершей даже не стало. Хрен его знает. Раньше Одного ерша только вчера на Печоре поймали, и все. Ну и ладно. Завтра зато сразу запланируем, снимаем. Поменяли батарейку, разобрали с печкой. На чем мы остановились? На планах на завтра. О планах на завтра. Так, завтра по планам, независимо от того, хоть на каждом крючке будет По щука, щуке. на каждой жерлице, независимо. Просто планомерно объезжаем. Сначала все загоревшие флажки убираем, потом как сегодня. А пока те остальные мы еще сюда насадим, а потом Да, поклев, да. пока поклевка. Ну не знаю. Давай запланируем так, чтобы Планировать все равно надо. Да. Это как бы правильно. Блин. поднимаем все жерлицы. Живцы у нас в тюрьме, в садке по культурному. Мы их даже с собой не берем. Прямым ходом сразу на озеро.
собираем жерлицы все. Берем живцов и прямым ходом на другое озеро. И быстренько-быстренько кто-то начинает бурить, кто-то уже ставить с готовыми живцами. Просто планомерно начинаем расставлять где-то метров через 30, наверное, да, примерно. Я так думаю, 30 метров это вполне для большого озера нормальное расстояние. 30-35 метров. Ну, примерно я уже знаю, где там щука есть, где там вообще не попадает. Я, в принципе, я тебе скажу, что и где и почем. В общем, переезжаем завтра на другое озеро. Это далеко. Это не знаю еще, как дорога будет. Тем более завтра, говорят, потепление. Так что будет день, будет Ну, заехать-то пища. заедем, главное выехать потом оттуда. Ну, Будем заезжать, заезжать по морозу будем, получается, Да. а выезжать уже Нет. по оттепели. в худшем случае просто я один топтану сначала дорогу, если там валиться сильно будет, ну, и потом всё. уже по утоптанной, оно дальше земли все равно не уйдет. Ну, Оно... как бы да. Да мне кажется, не по такому я выезжал. Потому что Там плюс, не- плюс 6 это уже как бы... Ну ладно, завтра будет день, будет пища. Это будет завтра. Вот, а пока у нас вкусный, сытный ужин. День прошел. День прекрасный. День прекрасный, день отличный. Есть что вспомнить. И С уловом, самое главное, не пустые. Прекрасный день, прекрасная погода, прекрасная природа, красота. М. Ягодка. Ягода. Черемуха. Кину мышкам, чтобы не буянили, чтобы уснули и спали спокойно. ночью орать будет. Когда в туалет пойдет. Прикинь, После косточки. смелости наберутся там. 29 марта. Это 30, 31. Ну а 1 апреля. Ох, сказок не рассказываю. Вот те вчера были очень Там, большие. там не грех. Как-то вот так. Теперь, с вашего позволения, мы немножко это поужинаем и ляжем отдыхать. Сегодня, надеюсь, пораньше. Сколько? Сегодня 20, да и, 20:43. да, и встать Ну пусть мы надо пораньше. покушаем полчасика, то про все. 10, наверное, уже ляжем. Не в 11, на час хотя бы раньше. Ну а завтра будет завтра. Завтра всем скажем, всем доброе утро. Начинается 3-й день. 2-й день позади. День прожит. А на рыбалке день в счет жизни не идет. Да. Так что мы день-то прожили, День, проведенный на рыбалке, все счет жизни. не идет. а в счет жизни он не пойдет. Так что на один день мы проживем больше. Так что ходите, друзья, на рыбалку и будете жить вечно. И живите долго, да. Да, если каждый день будете ходить. Как-то вот так. Ну что, всем спасибо за внимание. До новых встреч, а она уже будет завтра. Всем пока.